Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем Уфимский разворот на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня вас приветствует Елена Черкова. И Руслан Валиев, и также у нас Никита Поленин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм, трансляции на Ютубе, на Фейсбуке, как обычно. Мы в прямом эфире, так что присоединяйтесь к нам везде, где можете и хотите. Пишите смс-ки, да, смотрите, слушайте. Мы, как обычно, почитаем прессу. У нас сегодня сайты не печатные. Поголосуем, послушаем. Нет, не будем сегодня ничего слушать. Завтра будем слушать. Сегодня у нас понедельник, поэтому, как обычно, без отрывков. Но зато проанонсируем сразу, что у нас сегодня после 3 часов Азамат Саитов, как обычно, в своей авторской программе. В гостях у нас политолог Владимир Савичев, если я правильно помню. Все так. Подведут они с Азаматом итоги полугода работы Радия Хабирова на посту главы в Рио главы региона. Да, сама говорил. Всех исправляю, сама говорил. Но начнем сайты читать. Да, ну вот, сделаем вид, что была отбивка. Начнем прямо так. МКСЭД пишет про изнасилованную дознавательницу из Уфы. Она не восстановлена на работе. Не восстановят ее. Отказал Кировский райсуд восстанавливать девушку на работе. Об этом сообщает «Вести Башкортостан». МКСЭД пишет со ссылкой на них. После громкого скандала с заявлением об изнасиловании коллеги, эта девушка была сама уволена из органов внутренних дел за пьянство на работе. Плохое поведение. Вместе с ней была уволена еще одна сотрудница управления МВД по Уфимскому району, тоже за пьянство. Как ходят слухи, как говорят, что вот обе девушки в тот вечер были в этом здании, в этом заведении. На корпоративе. Да, на этом таком корпоративе. Я напомню, что совсем не так давно изнасилованная дознавательница подала иск о том, чтобы ее восстановили на работе, и потребовала взыскать деньги за время вот этого вынужденного прогула. Ну вот Кировский райсуд решил, что не будет он этот иск удовлетворять, и, собственно, осталась девушка все еще без работы. Я напомню, что ей 23 года. В изнасиловании она обвинила 3 начальников, высокопоставленных довольно начальников МВД, разных отделов Уфы, в том числе это Кармскалинского района, один из них был. Они сейчас находятся под стражей в СИЗО. Продлили им сколько, по-моему, уже пару раз мер пресечения. Да, 3 раза даже уже. Вот, но пока ни приговора окончательного, ни суда еще даже не началось. Пока следствие. Ну, судя по тому, как у нас идет вот этот вот процесс по поводу Кокорина и Мамаева того же, да, где все очевидно настолько под камерами. Ну, как бы здесь... что-то ты сравниваешь вообще. Я про то, что у нас вот это следствие как бы любят затягивать, как бы. Ну, в этой ситуации не удивлюсь, если начнется процесс только осенью, как бы. Ну, хотя будем надеяться, что это будет раньше. Идель Реали. Большой материал Ильнара Гарифуллина. Привычка оскорбляться. В чем истинные причины наезда Курултая-Башкир на артиста из Татарстана? Задается вопросом автор. Я напомню предысторию. На прошлой неделе мы о ней сообщали. Исполнитель, значит, пародист, точнее, Данир Сабиров, который, значит, занимается тем, что вот он какие-то пародии готовит, танцевального характера, песенного характера, вынужден был извиниться за то, что он сделал пародию на башкирский танец, соответственно, вот этих извинений у него потребовала общественная организация «Всемирный Курултай-Башкир». И вот по поводу того, почему изменился автор и нужно было ли это делать, рассуждает Ильнар Гарифуллин в Идель Реали. Кстати говоря, он считает, что извиняться ему не нужно было, потому что уж слишком быстро он на это пошел, и больше было бы толку, если бы он оставил эту историю без извинений. Я, кстати, сам посмотрел вот эту пародию, из-за которой весь сыр-бор. На мой взгляд, ничего обидного там нет. Тем более, что вот этот номер, из-за чего все произошло, он включает в себя несколько пародий на танцы разных народов, населяющих Россию, и не только Россию, кстати, там и бразильский танец он упомянул. При этом много комплиментов сказано в адрес тех же башкирских национальных костюмов. Он говорит, что вот нам бы такие, да, вот эти богатые шапки, меха и так далее. В принципе, улыбнуться можно, посмеяться можно, обижаться на что, если можно, это вопрос, конечно, отдельный.
Ну, Значит, хочется обидеться, почему бы и нет. вот. И как раз приводит Эльнар Гарифуллин в своей статье предыдущая история о том, как подобные обиды у нас происходили на культурном уровне. В общем, и напоминает, что буквально на днях, вот на этой неделе в Башкирии состоятся Дни культуры Республики Татарстан. Причем такие дни состоятся впервые за 31 год. Последний раз подобное мероприятие происходило у нас в 88 аж году. И он, опять же, вполне уместно задается вопросом, а не перед ли этим мероприятием вот этот вот сыр-бор завязан из-за танца, который состоялся даже не вчера, а еще в прошлом году. Довольно интересная статья. Я очень надеюсь, что Эльнар Гарифуллин сможет все-таки приехать в Уфу вот буквально на днях. Мы Да. его обязательно позовем. И я Ориентировочно в среду мы его ждем в программе думаю, «Персонально ваш». что мы поговорим в том числе и об этом. Тем временем уфимские школьники попались в наркопритоне, друзья. 2. На них пожаловались бдительные соседи. Пишет об этом Уфа-1. 2 школьников уфимской школы, правда, не пишет, какой именно, схлопотали себе серьезные неприятности. Ребят застукали в наркопритоне в квартире на проспекте Октября, куда полицейские приехали по звонку соседей. Всех, кого нашли в квартире, стражи порядка отправили в наркодиспансер на освидетельствование. Увы, у несовершеннолетних мальчишек зафиксировали наркотическое опьянение. По всей видимости, они накачались синтетикой, в кавычках тут написано. Скорее всего, полиция возьмет малолетних нарушителей на карандаш, передадут сигналы в школу, где они учатся, для внушения. А вот организатору притона, 26-летнему безработному уроженцу Самарской области, понаехали тут, смотри-ка, грозит отправиться за решетку. В пресс-службе МВД по республике рассказали, что в квартире обнаружили и изъяли 15 свертков с порошкообразными веществами. На уроженца Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков». 228, если я правильно помню. Вот такое вот. Ой, вот эта синтетика, конечно, я не знаю, в молодости я вспоминаю, я, конечно, не в курсе особо, но, по крайней мере, тогда натуральные были изделия, да, вот судя по тому, что я вспоминаю, а сейчас все эти вот синтетические, они намного более Ты вредны. сейчас как это, знаешь, в Советском Союзе мороженое было по 20 копеек. Ну да, в некотором роде так, ну что, блин, ну как же. Все-таки, я не знаю, последствия, мне кажется, у этих всех искусственных вещей гораздо хуже, чем у натуральных. Как бы это не звучало кощунственно. Про Уфу. Почему пригород Уфы напоминает гетто, задается вопросом издания, приводя данные с круглого стола, который был посвящен перспективам развития малоэтажного строительства в Башкирии. Значит, они есть, да? перспективы, как видите, ну вот если верить тому, что говорят застройщики, которые продают малоэтажные дома вокруг Уфы, перспективы есть. Ну, разумеется. Вот. Но здесь приводится интересное мнение одного из гостей, Рената Зайнуллина, директора домостроительной компании «Парадом». Государство, начиная еще с хрущевских времен, выгоднее возводить высотные дома, а не малоэтажные. К примеру, стоимость наших домов начинается с отметки 5 миллионов рублей. Но по факту, когда начинаешь благоустраивать, его цена увеличивается аж до 10 миллионов. Город выделяет малоимущим землю под строительство домов, но логичнее выделять квартиры, ведь вложений в дом требуется гораздо больше. В результате вокруг Уфы вырастают гетто из недостроенных домов. Поселки стоят недоделанные. Пригород нужно развивать. Он придает территории особый лоск. Посмотрите, как выглядят в этом плане другие регионы. Как приятно въезжать в Москву, которую реально украшают расположенные рядом поселки. По Рублево-Успенскому шоссе, да? Да. Из 20 направлений несколько. Ну и тут я, наверное, отмечу, что о планах развития тут в очередной раз сказано. Оказывается, малоэтажное строительство у нас предпочтительно развивается и планирует развиваться в восточной части, в Зауфимье, получается, а вот в Забелье, в сторону Затона, малоэтажное строительство развивать город не планирует. Там идет только комплексная застройка. Ну и тут по поводу вот того жителей Федоровки и близлежащих поселков в Зауфимье, что все-таки город планирует здесь вложиться в инфраструктурные объекты, огромную школу на 2200 мест, детский сад на 600 мест и магазины, соответственно, вот в одном большом здании хотят здесь сделать. Но пока одни разговоры. Смотрю сейчас на ленту новостей на Про Уфу, так забавно получается. Вчера новость: прячьте шапки, в Башкирию вернулась весна. Сегодня утром в Башкирию трассу Уфа-Баймак завалилась снегом. Долго думал, это вот к какому времени новость относится, прячьте шапки. Хорошая у вас весна в Башкирии. На Про Уфу-то я зашла вот зачем. Ломаный башкирский язык Хабирова или почему проблему родных языков не решают. Материал
вот такой вот вышел большой Нуриев Аткулиной по поводу, вот в продолжении как раз выступления Радия Хабирова перед учителями башкирского языка, где он там призывал сделать башкирский стильным, модным, молодежным, да, чтобы все его учили, чтобы все на нем говорили, и сам он, в общем-то, выступал перед педагогами на башкирском языке, попросил там так это кокетливо не ставить ему двойку, якобы он очень давно не говорил. На этой встрече о судьбах башкирского языка, как пишет про Уфу, говорили не только учителя, а также там были депутаты, ученые, которые искали способ, как не только сохранить, но и сделать язык модным. В начале марта еще стало известно, что в Уфе пройдет Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Целью мероприятия назвали развитие башкирского языка и культуры, расширение научно-образовательных связей и сотрудничества в сфере национального образования, а также поиски новых научно-методических и инновационных подходов в преподавании языка. На съезд приехали, пишет наш коллега, приехали не только педагоги со всего Башкортостана, также были учителя из Оренбургской, Челябинской, Курганской, Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, даже там есть преподаватели башкирского. Из Германии, кстати, были, из Москвы, Петербурга, Татарстана, Бурятии, ну еще много откуда. Знакомили их с системой работы ряда башкирских общеобразовательных учреждений. После этого было как раз пленарное заседание было, на котором был Радий Хабиров. В фойе Конгресс-холла для гостей организовали выставку инновационных технологий в области башкирского языка. Вот это самое интересное. Ага, что там? смотри, интерактивные экраны? Проект виртуальной реальности, образовательная платформа «Электронная игровая школа» и т.д. Наверное, лучше один раз увидеть. Требуется пояснить. Радио Хабирову показали, как продвигаются дела с заполнением башкирской Википедии. Отметим, что при демонстрации башкирского онлайн-словаря перевод делали слова «башлык», а в Википедии показали персональную страницу Радия Фаритовича. Хорошо. Ну, как бы, да. Да, засчитано. Ну и дальше тут есть кусок речи Радия Хабирова, который он, собственно, произносил на башкирском языке. После со своим докладом на встречу вышел исполняющий обязанности главы Минобразования Айбулат Хажин. Было странно слышать от него то, что наша республика в числе лидеров по развитию и изучению родных языков в России. Он отметил, что в школах изучается 14 родных языков, но почему-то забыл сказать, что количество часов башкирского языка сократилось после изменений в законе об образовании. Такие, опа, подкололи. Я все пытаюсь долистать до этого, до кривого языка Радия Хабирова. На отдельной дискуссионной площадке его министр образования добавил, что преподавать родные языки должны, но не всегда это возможно. Нет учителя, нет класса, комплекта и т.д. Поэтому нужно вернуть такое понятие, как национальное образование. То есть это будут учебные заведения, в уставе которых будут прописаны языки образовательного процесса. Его позицию поддержал экс-министр образования, ныне директор Института истории, языка и литературы РАН Фердаус Хисамидинова. По ее словам, семья, общество и государство — три кита, на котором держится родной язык. В общем, там много еще чего есть. Тут еще помимо того, что уже я ранее рассказала, у нас есть, отмечали, что на факультетах башкирской филологии, на факультете башкирской филологии и журналистики БашГУ сократились бюджетные места. Особенно это отразилось на башкирской филологии. Председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике Курултая Раиль Асадуллин посетовал, что сейчас интерес к башкирскому стал настолько низким, дети даже не знают слова гимна республики. Ты, кстати, знаешь слова? Ой, ну вот на хоккее я, конечно, некоторые вот фразы запомнил, все по-русски. А по-башкирски есть? А его кто-то учил вообще в школах? Прямо учить нет. У нас не было такого. Ну, в общем, такой вот материал немножко, к сожалению, мне кажется, не это в заголовке. Заголовок вот то, одно, да. Заголовок вот вытащили так классно, а в тексте вот что-то как-то я не нашла. Кстати, вот на эту тему я сейчас вспомнил, да. В советское время были вот такие школы в деревнях особенно, которые были чисто национальные. Там не просто был родной язык, а преподавание велось на родных языках. В результате дети заканчивали школу и по-русски не знали ни слова, уходили в армию. Вот я вот про отца говорю, да, он русский язык изучал в армии. И, кстати говоря, ну, наверное, поздно. Слушай, моя бабушка училась, моя бабушка очень-очень глухой деревне родилась и жила там долго, жила очень долгое время там, и она, лет до скольки, там, наверное, до 8 вообще по-русски не разговаривала, хотя моя бабушка, абсолютно из русской семьи, потому что это была башкирская деревня, там все говорили по-башкирски, она первый, там, по-моему, 2 класса по-башкирски закончила. И потом уже как бы вынуждена была учить нормально русский язык. Будучи русской. Да. Чего такого не бывает. Не, в семье-то они по-русски говорили, но вот большую частью как бы она по-башкирски общалась, да.
Ну и на ПроУФА о том, как в Уфе отремонтируют участок проспекта Октября за 100 миллионов рублей. Я как увидел заголовок, сразу подумал, а не тот ли этот участок, по поводу которого я в прошлом году все переживал, что его не стали вообще ремонтировать, потому что колейность на нем осталась. Действительно, от Аграрного университета до улицы 50 лет СССР, то есть до остановки Спортивной, в этом году будут чинить. Около 100 миллионов рублей бюджет этих мероприятий. Планируется, что работы будут завершены к 1 июля. Ну, понятно, там надо сделать бордюры, разметку, все это перечисляется. И, соответственно, стоит сразу предположить, что до 1 июля, начиная с ближайшего времени, вот на этом участке проспекта пробки усилятся, поэтому будьте внимательны. Вот. И Пипец, 100 миллионов? 100 миллионов. Это сколько? Километр есть? Нет, да? Вот расстояние какое. Значит, в Уфе начались репетиции парада ко Дню Победы. Оказывается, у нас не только «Бессмертный полк», акция будет 9 числа, но и парад. Значит, 10 апреля на площади перед Уфа-ареной состоялась первая репетиция торжественного прохождения войск, которым город отметит 74-ю годовщину Победы. Репетиции будут продолжаться ежедневно, вплоть до праздника, сообщили в администрации Уфы. Значит, всего принимает участие у нас аж 18 парадных расчетов. Значит, участвуют в этом саперная бригада Минобороны России, 29-й отряд спецназначения Нацгвардии, Управление Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, Федеральная таможенная служба, а также студенты Уфимского юридического института МВД, курсанты УГАТУ, Уфимской школы-интерната имени Муссагареева и Шамбайской школы-интерната имени Достувалова. Вот, так что, кому интересно посмотреть репетицию парада к Уфа-арене, добро пожаловать. Ну что, будем заканчивать? Ну, я еще скажу, вот, в принципе, Лев Лещенко побывал на гастролях в Уфе минувшие выходные. Остановился, кстати, он вот в гостинице «Уралтау», как раз, где находится наша редакция. Материал о том, как он приехал в наш город, на «Комсомольской правде» опубликован, и цитата вынесена в заголовок: «Я со сцены не уйду, лучше пусть унесут, надеюсь, не скоро». Вот именно эта цитата меня заинтересовала. Здесь что хотел сказать. Оказывается, Лев Лещенко не был в Уфе с гастролями больше 20 лет, это его слова. При этом в 2003 году он побывал здесь во время агитационной кампании на выборах президента республики, и тогда его концерт бесплатный на улице был адресован в пользу Ралифа Сафина, который на тех выборах баллотировался. Серьезно? Да. Ого. Интересные факты здесь приводятся. Ну и, соответственно, как встречала публика, сколько было цветов, как он фотографировался с поклонниками и поклонницами. Обо всем очень подробно на «Комсомольской правде» уже материал на сайте есть. Прекрасно, прекрасно. Ну что, заканчивать будем, наверное, да. Обзор прессы. Давай перейдем к голосовалкам. Давай. Не включишь нам отбивку? Да, отбивки иногда нужны, поскольку долго вещаем, да, нужно немножечко сменить, как говорится, темп. Ну что, тема у нас вот какая. В принципе, основываясь на материале нашего коллеги Андрея Иванова на портале «Правда ПФО», я предлагаю поголосовать. Значит, называется статья «В борьбе с демографической ямой Башкортостана Хабиров засмотрелся на Чечню». Господи, что? Ну, опять же, да, это все-таки, наверное, оценочное суждение. И речь о чем? Если совсем коротко передать содержание статьи, здесь приводится очень много статистики, довольно-таки объективной, на мой взгляд. Рассуждает Андрей Иванов на тему того, почему сейчас идет в Башкирии падение рождаемости. И, в общем, он апеллирует к цифрам, к различным данным. Только в Башкирии падение рождаемости? Не-не, он говорит, что, в принципе, объективно рассуждает сейчас это падение по всей России, потому что сейчас вот в детородный возраст вошло поколение, там, начала 90-х годов, которое, в свою очередь, является внуками поколения войны. То есть, как бы здесь двойной эффект низкого количества рожениц, да, если правильно говорить. Причем здесь цифры меня заинтересовали. Оказывается, с 11 по 18 год почти вдвое, со 182 тысяч до 110 тысяч, да, действительно, почти в 2 раза уменьшилось количество женщин возраста от 20 до 24 лет. Это по данным кого? Это по данным Башкортостан-стата. Здесь есть таблицы по разным годам с 90 по 2017 по рождаемости, по смертности и так далее. Причем не только по Башкирии, по Поволжью и по России эти данные есть. Есть данные по миграционному притоку и миграционному оттоку. В общем, автор делает вывод, что не только рождаемостью единой можно решать вопросы количества населения, да, нужно в том числе стимулировать миграционный приток, чего у нас не хватает. Да? Ведь мы неоднократно в наших эфирах в том числе говорили, что у нас статистика по отъезду из республики тех же студентов, да, и невозвращению их, она не очень радужная. Ну и по поводу Чечни приводятся данные, что вот у нас Чечня и Ингушетия — это 2 субъекта федерации, где есть естественный
естественный прирост населения, причем уверенный, никакие демографические вот эти вот волны их не интересуют, у них все хорошо в этом смысле, и поэтому якобы нужно брать оттуда пример. Вопрос в связи с этим у меня вот всякий раз возникает внутри. У меня сейчас глаза просто вывалятся от того, что вот они увеличиваются и увеличиваются. На самом деле, наверное, неудивительно, что они увеличиваются, потому что вот когда говорят о демографии, когда приводят различные меры стимулирования этой демографии, денег предлагают, я не знаю, там каких-то еще материальных благ, у меня вот всегда возникает вопрос, а насколько это вообще работает и для кого это работает? Вот мне, наверное, все-таки было бы правильным сказать, что не все люди, не все категории, скажем, наших граждан стимулируются вот этими вот подачками так называемыми, да, со стороны государства. И вообще, то, что государство этим занимается, насколько это правильно и своевременно? Как ты считаешь? Нужно ли этим заниматься? Это эффективно вообще? А ты у меня спрашивали? Давай слушателей-то спросим, а потом я тебе скажу. Давай спросим у слушателей. Как я считаю. Итак, друзья, вопрос мы сегодня таким образом вам поставим. Должно ли государство вообще в принципе переживать за численность населения и принимать меры по его увеличению? Да, вот эти вот стимулы материальные и нематериальные, разные. Если вы считаете, что государство должно переживать за численность населения и принимать меры, чем больше людей, тем лучше, экономика растет, каждый из нас становится богаче, то есть нужно этим заниматься. 262 72 47. Если вы считаете, что государство этим заниматься не должно, пусть все идет естественным путем, в конце концов, меньше народу, больше кислороду, да, как мы в детстве говорили, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47 государство должно всеми правдами и неправдами стимулировать рождаемость, стимулировать миграционный приток. Количество людей должно увеличиваться. Это только во благо. 262 72 47. Нет. Пусть все идет своим чередом. Надо будет — нарожаем, не надо будет — не нарожаем. То есть, как говорится, естественным путем количество людей регулируется, и как раз-таки формируется то количество людей в обществе, которое это общество может прокормить, в конце концов. 262 72 48. Плюс 7927 304 10 51, номер для ваших смс. Если у вас есть соображения на этот счет, то пишите нам, рассказывайте. Мы обязательно во второй части уже ваши смски прочтем. У нас есть сколько еще? Секунд 15, наверное, поголосуем. Прям вот чуть-чуть. 262 72 47. Да, вы согласны с тем, что государство должно стимулировать Давай всякими... оставим на новости тогда. И 262 72 48. Вы, в общем-то, не сильно этого хотите. Мы уходим сейчас на новости, вернемся после и подведем итоги. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Вывоз мусора может быть приостановлен сразу в нескольких российских регионах. Компании, которые занимаются утилизацией отходов, не получают вовремя плату, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект доклада министра природы Дмитрия Кобылкина. Документ был подготовлен для совещания президента Владимира Путина. Оно прошло еще в четверг. В докладе отмечается, что в среднем по стране собирают чуть более половины платежей. Самая низкая собираемость в Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Новосибирской области. Представитель Минприроды подтвердил «Ведомостям», что проблема низкой собираемости есть, однако комментировать выступление министра в ведомстве не стали. Считанные доли процента не хватило финским националистам для победы на парламентских выборах. Партия «Истинные финны» получает в новом составе законодательного органа 39 кресел, на одно больше, чем 4 года назад, а лидируют социал-демократы. У них будет 40 мандатов. Главным проигравшим стала правящая партия центристов премьера Юхи Сипиля. Она теряет 18 мест в парламенте, занимает 4-е место. Социал-демократы во главе с Анти Ринне выигрывают парламентские выборы впервые за 20 лет. Однако, как отмечают эксперты, для формирования правительства им предстоит договариваться с другими политическими силами. В Австралии перед судом сегодня предстанут более 30 журналистов. Их обвиняют в нарушении приказа о неразглашении на процессе по делу кардинала Джорджа Пелла. Корреспонденты зарубежных электронных изданий опубликовали после приговора имя и должность обвиняемого, что было запрещено австралийским медиа, передает агентство Рейтер. Прокуратура считает, что работники СМИ проявили неуважение к суду. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы и серьезные штрафы. Кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Он получил 6 лет лишения свободы.
Президент США Дональд Трамп собрал с начала года более 30 миллионов долларов на свое переизбрание. К настоящему моменту в кассе его будущей кампании уже около 40 миллионов. У главы Белого дома таким образом больше средств, чем у лидеров среди демократов, пишет американское интернет-издание Hill. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвования на более чем 18 миллионов долларов. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис около 12 миллионов. Благотворительный вечер в поддержку актрисы Маргариты Тереховой проведет сегодня журнал «Театрал». Средства пойдут также на помощь актеру театра и кино Андрею Харитонову, передает агентство ТАСС. Мероприятие приурочено к 15-летию журнала. Вечер состоится в московском киноклубе «Эльдар». В Москве сейчас 1 градус выше нуля, давление 754 миллиметра ртутного столба. Днем в столице ожидается переменная облачность без осадков, плюс 10-12. 3, 2, 1. Реклама. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. 5 волшебных вторников в Максидоме. Со 2 по 30 апреля по вторникам скидка 10% на все товары. И еще бонусы по карте Максидом. Максидом. Понимаем в волшебстве. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. В Башкирии началось досрочное прекращение концессии по Салаватскому роддому. В начале апреля в правительстве республики утвердили дорожную карту, согласно которой сотрудники перинатального центра должны перевестись на работу в городскую больницу Салавата. Трудовые договоры о приеме на работу будут заключаться с 20 по 25 мая. Об этом сообщает Медиакурсеть. Кроме того, помещения роддома должны быть переданы после согласования от концессионера государства в лице Минземимущества республики. Договор аренды земельных участков между ЗАО «Генус» и Минземимуществом должен быть расторгнут. Также городская больница должна получить лицензию на медицинскую деятельность с 30 апреля по 15 мая. Проект досрочного прекращения концессии по соглашению сторон должен быть подготовлен и согласован до 25 мая этого года. Суд отказал изнасилованной дознавательнице в восстановлении на работе. Об этом сообщает портал ПроУФУ. Девушка подавала иск к отделу МВД по Уфимскому району Башкирии и МВД по республике о восстановлении на службе и взыскании зарплаты за время вынужденного прогула. Кировский райсуд отказал ей в иске. Напомню, 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что в ночь с 29 на 30 октября подверглась нападению со стороны 3 коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Обвиняемыми по этому делу проходят бывшие полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Ярамчук. Они были уволены из полиции в начале ноября прошлого года. В Уфе ограничили движение по проспекту Дружбы народов. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает администрация Уфы. Пешеходный переход построят в районе остановки Камышлинская на территории Ленинского района. На время строительства будет ограничен проезд транспорта. Так, с 12 по 18 апреля закрывается движение в сторону центра. С 18 по 20 апреля закроют движение в обоих направлениях. А с 20 по 24 апреля снова закроют движение транспорта в сторону центра Уфы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас +2, ясно, днем до +9, без осадков. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем. Продолжаем разворот. Сегодня в студии Елена Черкова, Руслан Валиев и Никита Полинин за звукорежиссерским пультом. Мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас, согласны ли вы с тем, что власти должны как-то контролировать и стимулировать рождаемость. Чем больше рождаемость, тем лучше. И для этого как раз нужны все возможные, там, не знаю, бонусы, выплаты и все что угодно. 262-72-47, да, вы с этим согласны? Вы считаете, что это действительно главная задача властей, учитывая, что у нас сейчас рождаемость падает? 262-72-48, вам кажется, что, в общем-то, не надо этим заниматься, и вот пусть все идет так, как идет, все и так неплохо, наверное, да? Да. Подводим? Давай. Подводим. Так, 53% согласны с тем, что власти, да, действительно должны что-то делать, чтобы эту самую рождаемость стимулировать. 47% считают, что пусть вот так все и остается. Практически половине не надо никаких стимулов от государства. Вот я вот во вторую часть отношусь, знаешь, пусть все вот так вот и как пошло, так и идет. Ну что ж, фиксируем эти цифры и представляем нашу гостью. У нас сегодня в гостях член Общественной палаты Уфы, косплеер, велоактивист, наверное, да? Да, стоит сказать, Полина Вишневская. Доброе утро, Полина. Доброе утро. Давайте, наверное, с Общественной палаты начнем, раз уж вы у нас вошли в эту Общественную палату города. Расскажите, пожалуйста, вообще для начала, почему вы туда решили-то пойти? Ну, потому что я считаю себя довольно активным членом гражданского общества. Я люблю этот город, и мне хочется принимать активное участие во всех его проектах. Так, с какими идеями, с какими мыслями вы туда идете? Что вы хотите изменить? Что вы хотите, в первую очередь, сделать? наверное, по своему опыту я известна как организатор различных мероприятий, и именно эта тема мне интересна, будоражит меня. Сейчас вот занимаемся организацией ЗОЖ Фан-фест, который пройдет в Уфе в мае. ЗОЖ Фан-фест? Да. Это что такое? Фестиваль здорового образа жизни. Так. Да, скорее всего, он пройдет на Гостинке. Сейчас вот у нас проходит последнее согласование. Как будет полная информация, я все расскажу в своих социальных сетях об этом. Ну, то есть вы такой человек, который организовывает всякие активности? Да, я это очень люблю. Слушайте, а вот вообще сам институт Общественной палаты города, вам вот окончательно понятно уже, для чего он создан, учитывая, что есть Общественная палата республики? Ну, учитывая мою историю, я 2 раза была уже в молодежной Общественной палате при горсовете Уфы, то есть я в курсе, что это и как это. Я надеялась, что взрослая палата будет серьезнее и как-то, может быть, что-то большего сможем добиться. Пока у меня нет никаких ответов, что из себя представляет эта структура, потому что нам всего 1 месяц, нужно немножко сработаться друг с другом, чтобы понять, как и что возможно сделать. Есть уже у меня ряд задумок, что я бы хотела с помощью Общественной палаты провернуть, скажем, какие моменты общественной жизни Уфы я хотела бы улучшить, но об этом, наверное, пока рано говорить. Когда что-то станет более-менее понятно, опять-таки я все напишу. А почему рано, кстати? Ну вот элементарно, да? Совпадают ли эти вещи, которые хочется улучшить с мнением наших радиослушателей, например? Может, пообсуждаем, да? С мнением еще других членов, кстати, той же Общественной палаты. Да. Ну вот что, например, да, вот я вот просто хочу понять, да, тоже. Вот Общественная палата, предположим, я член ее. У меня в голове может быть много мыслей, там, начиная от того, как благоустроить собственный двор, заканчивая, как сделать, я не знаю, там, красивый въезд в Уфу со стороны Затона, там, поставить табличку, вот эту стеллу большую, и так далее, и так далее. Вот на что я могу повлиять как член Общественной палаты? С какими инициативами я все-таки могу выйти, а с какими не могу? Хороший вопрос. Во-первых, я хотела бы всем напомнить, потому что вчера, оказывается, что даже мой муж не знал, что Общественная палата Уфы — это некоммерческая деятельность, нам не платят. В смысле? Он такой, да, против того. Я хотела вам сказать, что это как бы там никто не получает денег, просто имейте это в виду. Оказалось, что кто-то об этом не знает. Ну, хорошо. Это важно. Да, это важно, имейте в виду. Так вот, каждый член Общественной палаты — это сам по себе очень активный деятель, и как бы его брали туда, ну, по крайней мере, по логике вещей должны были брать, что он имеет какой-то бэкграунд, что он является лидером общественного мнения. Как на практике покажет время, опять-таки, но
мне кажется, что если человек каким-то проектом горит, то все равно, состоит он в общественной палате, не состоит он в общественной палате, он будет пробивать лбом все это делать, и все получится. Возможно, общественная палата станет какой-то ступенькой, как-то поможет. В любом случае, когда ты делаешь проект в какой-то команде среди единомышленников, это легче. А показалось ли уже, что среди тех, кто вот стали коллегами в общественной палате, есть единомышленники? Да, определенно, это было понятно сразу. Владислав Литвинчук, например, Иван Абрамов, это Михаил Кумпан, это старые друзья, хорошие люди. И... Вы знаете, вот как раз про состав тоже хочется понять. Мы вот здесь вот сидим-то со своей колокольни рассуждаем, и нам кажется, что вот в общественную палату города настоящих общественников-то, по сути, вошло там человек, сколько? Ну вот перечислили сейчас всех. Вот, в общем-то, да, все те, кого вы назвали, да, и брали. Ну, может быть, еще парочка там, да. А большая часть, вот особенно там те, кого выдвинули, не знаю, там, горсовет выдвинул, там, администрацию утверждала, это вообще какие-то непонятные люди, откуда они взялись, их первый раз все услышали. Как вот это все вот изнутри выглядит? Они вообще как? Вот у вас было там, условно говоря, первое совещание, да? Вот вы все собрались. Вот те люди, которые вот не светятся, условно, там, в Фейсбуке в том же, да, и как-то вот не на слуху у большей части тусовки, они что-то вообще говорят, что-то предлагают, или они такие сидят, куда мы попали? Работа общественной палаты поделена на комиссии. То есть у нас было одно общее собрание как раз-таки около месяца назад, а с тех пор у нас были собрания по комиссиям палаты, и я, скажем, не знаю, что происходит в других комиссиях. Я не настолько тесно с ними общаюсь. Поэтому я не могу сказать, насколько активны эти люди. И да, многих из них я тоже не знаю. Когда я пришла на первое общественное собрание, я посмотрела вокруг, сидят такие серьезные дядечки, тетечки, в костюмах, да, взрослые такие, там самая маленькая из всех. И не знаю. Что это за комиссии? Комиссии почему? Комиссии по гражданским институтам общества. Я не знаю, как я оказалась в этой комиссии, если честно. Это что-то политическое, потому что я была уверена, что я окажусь в комиссии по спорту, по молодежи, по здоровому образу жизни. Ну, как-то так сложилось. Но в любом случае это не мешает мне принимать участие в той палате, в работе той комиссии, которая мне интересна. Есть комиссия по ЖКХ, есть комиссия по предпринимательству. Вот, в основном вот эти. Ну, то есть там не только по ЖКХ, там долгие там названия, все это описывающее. Ну и все-таки хотелось бы о деятельности, да, вашей поговорить, вот прошлое в том числе, да, и, наверное, будущее. Велодвижение в Уфе. Разные периоды оно переживало. Я вот даже на мой такой дилетантский взгляд, какие-то такие вот были резкие взлеты. Там помню, когда впервые Рустем Хамитов возглавил там День тысячи велосипедистов, прям показалось, что вау, ну все там на высшем уровне нас поддерживают, и все будет круто. Какие-то дорожки начали строить, но потом опять же все как-то стухло, да. В один из годов вообще Велоуфа фестиваль был отменен там по разным причинам, якобы безопасности. И с дорожками все затихло в городе. Что сейчас? Вообще, в чем есть достижения, скажем, да, в этом направлении, и какие основные проблемы преследуют? Ну, во-первых, хотела бы сказать, что я в этом году не принимаю участие в организации Дня тысячи велосипедистов. Я как раз-таки не совсем согласна с нынешним руководством Велоуфы в плане коммерциализации всего, что с этим связано, и я не придерживаюсь этой политики, поэтому я ушла из состава организатора. Это что значит? Они хотят входные билеты продавать? Хочешь прокатиться, купи билет? Ну, я повторюсь, я ушла. Наверное, что-то такое. Я ушла из этой структуры, и поэтому я не могу сейчас сказать, но как раз-таки из-за несовпадения моих взглядов на все это я предпочла самоустраниться. Но по-прежнему остаюсь активным велолюбителем. Да, велосипедистом. К сожалению, сегодня 0 градусов. Я сегодня хотела тоже поехать на велосипеде. С четверга на прошлой неделе я решила, что отставляю машину в сторону и пересаживаюсь на велосипед. Я обычно так делаю уже 3-й год подряд, и в теплое время года передвигаюсь по городу на велосипеде. Где-то 30 километров в день получается. То есть я имею опыт, я знаю, как выглядит город для велосипедиста, я знаю про ситуацию с велодорожками, с бордюрами не понаслышке, а из самых, что говорится, первых уст. И это правда, у нас есть проблемы с велодорожками, довольно существенные.
и с бордюрами. Как, я не знаю, каждый день, когда прыгаешь миллион раз на велосипеде на бордюр, просто сравнивать можно Казань, Самару, в которых мы вот с мужем ездили просто на великах покататься по городу, поизучать. Такое чувство, что у них бордюры чуть ли не руками спиливают, то есть выдалбливают. Максимально низкие, да? Да, чтобы всем было удобно. А у нас, я знаю, даже в Уфе несколько мест, где, я не знаю, как так получилось, но дорога прямо рядом с... То есть забор стоит настолько рядом с дорогой, что пройти можно только бочком, о том, чтобы с велосипедом проехать, не может быть и речи. То есть это элементарно очень опасно. А вот... Но это ведь ничего не только про велосипед, это речь идет. Это когда высокие бордюры, во-первых, ладно, там мам с колясками, да, этот банальный пример. Но у нас все-таки есть люди, колясочники, которые передвигаются с помощью колясок сами. Они же тоже в это попадают. Ну, то есть просто банально невозможно там слезть с этой дороги, с тротуара или подняться, наоборот, на него. Это так, реплика. Ну вот я как бы хотел проанализировать, да, все-таки вот во время работы предыдущей городской администрации с Эриком Елаловым он довольно часто любил говорить об этом, да, что вот велодвижение нужно развивать. Он вот там чуть ли не главный велосипедист был у нас. Дорожки вот эти все. А почему так-то в итоге? То есть вот недоработано, недоделано. Что произошло? Елалов ушел, больше некому? Я не знаю, что именно произошло в этом плане, поскольку, не знаю, может, сильно руководство Велоуфы, может, еще что-то. Но я очень хочу, чтобы в этом году хотя бы краской подновили те велодорожки, которые есть. Очень сильно бы этого хотелось. Как изменить эту ситуацию, как ее улучшить? Это в деньгах только дело, грубо говоря, или вот, я не знаю, какие-то другие нужны здесь аргументы, решения? Волевое решение должно быть, и упорная работа, мне кажется, велосипедистов, велосообщества. Общественная палата как-то может в этом поработать, помочь? Возможно, я в том числе хотела бы от имени общественной палаты, как одна из тем, затронуть эту проблему и написать, скажем, обращение от имени общественной палаты с вопросом, что, как, почему, что будет меняться. Слушайте, а где у нас еще велодорожки, кроме как на проспекте? Я что-то сейчас пытаюсь вспомнить. На Менделеева. Ага. По тротуару? Да, по тротуару. Ну, также там отделено да, чисто да, краской. покрашено, да, верно. По Черниковке не помню, но я в Черниковке практически не езжу. Ну, хочется сказать, что сознательность пешехода во многом возросла. То есть, если несколько лет назад... Да, если несколько лет назад просто не видят какой-то разметки, люди идут толпой, как идут, и велосипедисту приходится маневрировать между ними, то сейчас в основном люди уже привыкли и идут сбоку от велодорожки, хотя индивиды по-прежнему встречаются. Ну, сейчас, по крайней мере, когда едешь по велодорожке, у меня здесь специальный звоночек, я звоню при приближении, и люди литируются. Ну, если, скажем, пару лет назад за поездку, то есть от дома до работы, то есть от Зеленки до горсовета, это было раз 20, то сейчас уже раз 5, наверное, всего лишь сигналить придётся, да. Я вот еще по поводу велодорожек хотела уточнить. У нас какие-то очень странные они. Вот если идти по проспекту, в частности, да, очень часто бывает, что велодорожка упирается прямо в дерево, например. По проспекту? Где вы такое видели? Так прям вот как от мира идти в сторону, грубо говоря, вот вверх, в сторону горсовета. Вы такое видели? Да? Что-то нет, что ли? Я езжу постоянно, что-то не... Нормально? Возможно, после горсовета есть. А я помню, что Владимир Скрипник в том или позатом году публиковал про как раз-таки состояние велодорожек. Возможно, после горсовета какие-то есть там нюансы, я не помню. Но до... Нет таких с ними проблем. Нормально да, все. Ну, так какой-то единой цепи велодорожек, когда можно, условно, от того же Менделеева доехать. К сожалению, там, вот, и нет, да. Я каждый раз думаю, знаешь, куплю велосипед и буду из дома ездить на работу. Потом представлю, как по Демскому шоссе я поеду на велосипеде. Понятно. И что-то мне как-то все перестает эта идея нравиться. Ну, у нас Уфа очень такой город, скажем, холмистый, и перепады высоты, они довольно тяжелые, учитывая, что я живу выше мечети Ихлас каждый вечер домой. В горочку. В гору. Серьезно, это испытание. Но
Давай номер напомним для смс-сообщений. +7 927 304 1051. Если у вас есть вопросы к Полине, то, пожалуйста, присылайте их нам. Не забывайте подписываться, главное. Да? Писать можно еще и в Телеграм. Вот да. По первым действиям, да, по первым опытам взаимодействия, что ли, да, вашим с администрацией, вот сейчас уже есть какое-то понимание, будут поддерживать велодвижение, вообще вот эти развитие общественных пространств в городе? У меня пока не было настолько четкого взаимодействия с новым главой администрации. Я не знаю, насколько это человек готов поддерживать велодвижение, либо вообще какое-то движение по обустройству Уфы. Но судя по тому, что делает Ради Хабиров, мне кажется, все идет в нужном направлении. А что Ради Хабиров делает вот в этом направлении? Газонный закон. Мне очень интересно, на самом деле, как он будет реализовываться на практике, потому что, да, это здорово, это чудесно, что это запретили, но большой вопрос, как критерии. Что есть газон, да? Что есть газон? Это огромный вопрос. Я не знаю, как будет Понятно. практика. Участок земли без травы, который даже бордюром не отделен, газон ли это, как часто у нас в Сипайлово бывает, например, да? Да, в Сипайлово, в Черняковке, во дворах это уже давно неизвестно, что это за земля, и была ли она когда-то газоном, или просто ее забыли заасфальтировать. Никто никогда не знает, но если вдруг за это станут приходить штрафы, не знаю. Так это непонятно, на самом деле, еще кто именно будет этим всем заниматься. Как непонятно? Вряд ли там же будут комиссии. Прям по каждому двору закреплены свои комиссии, которые должны по району, скорее дежурить всего. целыми днями. По району, да. Угу. Ну, да, нет, я все-таки в продолжении твоего вопроса хотела уточнить по поводу взаимосвязи Общественной палаты и мэрии города. Я все-таки не знаю, вот как мне кажется, в моем идеальном мире, да, если Ульфат Мустафин согласовывает и предлагает каких-то кандидатов в Общественную палату, ну, наверное, он должен как-то участвовать в этой работе, учитывая, что там есть люди вроде как от него, вроде как должна же быть какая-то взаимосвязь. Ну, он открыл первое заседание Общественной палаты, как раз его возглавил. Хочу сказать, что закон о Общественной палате вообще был принят в 2017 году. То есть... еще. Да. То есть прошло определенное время, чтобы все это заработало и случилось. А теперь есть какой-то график мероприятия? Или вот когда, я не знаю, там что-нибудь там петух клюнет, грубо говоря, соберетесь? Есть. Как вот это вообще? Недавно был принят проект плана работы Общественной палаты, в котором каждая комиссия предложила, что и как они будут делать. Но по моему опыту в молодежной Общественной палате, когда, скажем, у кого-то из членов палаты назревает какое-то интересное мероприятие, все подключаются, помогают и его реализовывают. Потому что все-таки Общественная палата — это, мне кажется, не двигатель всех проектов, а двигатель всех проектов — это люди Общественной палаты. И именно от них зависит, что и как будет сделано и изменено в городе. Вот тогда как раз по конкретному проекту, да, вот мы услышали, что вы планируете по ЗОЖу фан-фест мероприятие. ЗОЖ фан-фест, так и называется, да? Это что? Это вот для кого? Для чего? Для всех, кто заинтересован в здоровом образе жизни. Ну, то есть людям надо будет прийти, там убедиться в том, что ЗОЖ это хорошо, или как-то поучаствовать? Вот, все подробности под открытым небом. Все подробности будут у меня чуть позже на эту тему. Концепт лишь могу пока сказать, что там будет на гостинке 100-метровая надувная полоса препятствий, где можно будет пробежаться с ветерком. Будут устроены силовые разные выступления, в том числе Эльбрус Нигматуллин, кто-то еще из фитнес ребят. Будет лекторий организован по здоровому образу жизни, различные выставки фитнесов и прочее. Вот по поводу здорового образа жизни. В последнее время стало принято, в общем, говорить, ну, наверное, неспроста, то, что ЗОЖ становится моднее, да? То есть и больше людей исповедуют эту идеологию. Но вот не возникает ли ощущение, что некая точка критическая достигнута, и вот количество людей, которые увлечены ЗОЖем, уже не увеличивается? Я вот со своей колокольни опять же сужу, да, вот мне так кажется. Ошибаюсь я или прав? Ошибаетесь вы или правы, может сказать только Башстат, например, или Росстат, или кто-то еще из статистов. На мой субъективный взгляд,
ЗОЖ движение продолжает расти. Мне кажется, оно не остановилось. И это очень радует, потому что я помню, что лет 10 назад или 15 лет назад было модным действительно пить пиво в подъездах, курить и все такое прочее. И когда ты шел в спортзал или говорил, что я не пью, я не курю, на тебя смотрели как на идиота. И сейчас все наоборот. И это так здорово, мне кажется. Я очень не хочу, чтобы эта ситуация менялась. 3 минутки у нас есть еще до конца. Полин, очень хочется по поводу косплея с вами поговорить. Вы у нас, по-моему, одна из единственных таких вот, кто прям светится регулярно. Расскажите вообще для начала нашим слушателям, я не уверена, что многие из них знают, Конечно. Что это такое косплей, для чего он вообще нужен, что вы там делаете? Косплей — это с английского costume play, то есть костюмированная игра. Это когда люди создают своими руками или покупают костюмы каких-то персонажей из игр, фильмов, книг, которые им очень нравятся, и по идее, по сути, это творчество. Лично для меня это точно творчество, потому что я получаю удовольствие от процесса создания своих костюмов. Для меня это любимое хобби. Сейчас я создаю новый косплей, который должен стать даже сложнее, чем предыдущая моя работа «Святая Целестина». Так что для меня это творчество. Насколько в Уфе вообще эта культура развита? В Уфе эта культура развита. Мне каждый раз... Много косплееров, да? Да, мне каждый раз об этом спрашивают, и я каждый раз отвечаю одно и то же. Просто, наверное, остальные косплееры не настолько, скажем, публичны, как я, вот и все. У нас есть чудесные ребята, которые делают восхитительнейшие работы. У нас есть фестиваль Анимао, который 2 раза в год проходит в ГДК. Вот буквально недавно прошел, абсолютно недавно. Верно. Есть фестиваль НИАФ. Он проходит, насколько помню, в декабре, по-моему. То есть у нас есть ребята, которые этим увлекаются, которые приходят на фестивали косплей, которые создают костюмы. Все это есть. И, если честно, мне кажется, что с каждым годом это развивается тема все больше и больше по России в целом. А она развивается в каком направлении? Вот я имею в виду в возрастном смысле. То есть дети участвуют как-то? И дети, и взрослые. Я пришла во взрослом возрасте в эту тему. Вообще совершенно случайно. Слушайте, а по времени вот сколько в среднем занимает сделать костюм? Зависит от костюма. Ну, такое вот, вилка, например. Ну, даже зависит от костюма. Если... Ну, вот вы свой костюм сколько делали? Последний Целестину да. полгода. Ого. Да. Так, тогда у меня это мой любимый вопрос финансов. Сколько примерно можно за это? От 50 до 70 тысяч рублей стоил этот костюм. Ого. Но я подсчитала, и впервые говорю это публично, сколько я заработала на этом костюме, выигрывая те или иные призы, там, поездки и прочее. 5 секунд. Сколько? Около 500 000. Вау. Вот видите, друзья, косплей это вам не шутки. Но это исключение из правила. Спасибо большое. Благодарим нашу гостью Полину Вишневскую. Всем желаем хорошего дня. До свидания.